Мало кто сейчас помнит, что начало большому футболу положились состязания именно дворовых команд. Такие матчи организовываются чаще всего стихийно. И редко, когда выдерживается регламент времени, ребята готовы гонять мяч хоть до ночи. Сразу 9 команд сегодня борются за право представлять республику на всероссийской арене. Поэтому каждый участник пытается выложиться по максимуму. Магомеда Сайнароева в этой игре новичком не назовешь. Третий год увлекается дворовым футболом. Интерес зародился сразу после просмотра матча с участием итальянской команды «Ювентус», а кумиром навсегда стал игрок Мохамед Салах. После каждого выхода на поле старается гонять мяч так же профессионально, как и он. Возможно, это и помогло мальчику стать сегодня лучшим игроком. Дал кот артотан. Чого ответственный Санкт-Петербурге еще да, вообще кот алдис. Это второй этап дворового футбола. Первый отборочный матч проходил на муниципальном уровне. Тренеры постарались отобрать самых лучших и подающих надежды игроков. Ведь на кону главный приз – участие на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. Хорошие команды собрались, 9 команд было. Ну, боролись сильно все команды. Хотели выиграть. Все же возможность представлять республику выпала команде Сунжа. Игроки показали отличную командную работу и превосходную тактику. Но самое главное, ребята усердно тренировались, поэтому сбавлять темпы они не собираются. Благодаря тому, что мы тренировались, у нас давно существует эта футбольная секция здесь. Уже несколько десятков лет, можно сказать. Мы усердно работаем. Правда, до последнего времени у нас таких условий не было, но последний вот этот год-полтора у нас сейчас какие-то, как вы видите, появились условия. Построили нам стадион, и как-то мы действительно, как и все команды, мы полноценно занимались. Я думаю, что нам повезло тем, что мы занимались и действительно побеждали сильнейшие, скажем так. Впрочем, организаторы этим турниром ограничиваться не станут. Расписание новых мероприятий уже в планах. Словом, триумфы ингушских ребят в профессиональном футболе доказали, потенциал у наших ребят есть. Для развития футбола у нас на данный момент сейчас проводится чемпионат Ингушетии, там уже юноши играют. Сейчас будет проводиться параллельно юношеский кубок главы у нас будет проводиться. И сейчас буквально на той неделе у нас будет отбор. Там турнир называется «Уличный красава». Победители будут представлять нашу республику в городе Москве. Это будет в конце сентября, начале декабря будет проходить уже финальный турнир, всероссийский турнир уже в Москве будет проходить. Победители наградили кубками и медалями, а команде Сунжа расслабляться пока рано. 27 августа их ждет поездка на финальный этап всероссийского фестиваля. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Рахман Цуров. Новости 24.